Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В этот день во всем мире проводятся резонансные мероприятия, направленные на борьбу с коррупцией. Как обстоят дела по противодействию коррупции в нашем регионе, расскажет гость студии Афанасий Слепцов, первый заместитель руководителя управления при главе Республики Саха-Якутия по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Афанасий Семенович, здравствуйте. Добрый день, Петр. Но я хочу начать издалека. Какие функции призвано выполнять веренное управление? Я заранее извиняюсь за свой голос. Наше управление обеспечивает формирование нетерпимости к коррупционному поведению у лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, а также у всех граждан. А также у нас нами обеспечивается осуществление контроля за соблюдением указанными лицами установленных запретов, ограничений и антикоррупционных требований. Ну, тогда предлагаю еще поговорить об основных направлениях деятельности управления. Вот в чем они заключаются и как работают непосредственно на местах. Наше управление занимается осуществлением профилактики коррупции в республике, выявление причин и условий возникновения и, соответственно, принятие мер по недопущению ее распространения. В нашем управлении ежегодно принимается план, по которому мы проводим проверку и оказание практической помощи органов местного самоуправления, органов государственной власти, в ходе которой мы смотрим в основном, как организована у них работа по профилактике коррупции. И по итогам этих проверок и оказания практической помощи мы указываем и на наличие каких-то недочетов, какие моменты надо исправлять, и совместно с ними эту работу всю проводим. Но мы сегодня много говорим уже про профилактику коррупционных нарушений. Что подразумевается под этим словом и какая работа проводится именно профилактическая? По профилактике наше управление в основном занимается просветительской деятельностью. Занимаемся совместно с Высшей школой инновационного менеджмента, у нас в республике есть, занимаемся другими образовательными учреждениями, в том числе и Северо-Восточным федеральным университетом, а также совместно с Министерством образования, Министерством молодежи, нашими сотрудниками проводятся лекции, семинары, разные интеллектуальные игры, в которых касаемся этих тем профилактики коррупции. Также у нас проводятся мероприятия с некоммерческими организациями. У нас есть в республике Общественный антикоррупционный совет, который возглавляет Шперская Наталья Альбертовна. С ними тесно работаем. Вот если оценивать проведенную профилактическую работу, управление же работает не первый год, как считаете, на ваш взгляд, статистика поменялась, стало ли больше, стало ли меньше коррупционных правонарушений? Давайте разделим это на два таких момента, где есть такие требования антикоррупционные стандарты, мы называем, которые обязаны все госслужащие, муниципальные служащие с области. Например, сказать, декларирование своих доходов, расходов и имущества государственные гражданские служащие обязаны ежегодно. Ранее составление этих справок о доходах, расходах допускались очень много ошибок. Не по внимательности, не по незнанию, но благодаря проведенной нами многолетней работы сейчас уменьшаются такие нарушения. Раньше
сплошь и рядом были вот, нарушения, такие как, например, госслужащий не уведомил о том, что он занимается преподавательской деятельностью. У нас государственный служащий не имеет права предпринимательской или иной плачевной работой заниматься, кроме преподавательской, научной и иной творческой работы. Но при этом там есть порядок, который они должны соблюсти. То есть до начала вот этих работ, предоставления таких-то услуг, они должны уведомить работодателя. После получения вот согласия уже не имеют права подписать договор и оказывать какие-то услуги. Вот. Раньше вот такие моменты они не знали и допускали вот нарушения. Некоторые вообще не уведомлены. Думали, что они имеют право заниматься преподавательской деятельностью и занимались. Вот такие вот моменты сейчас уже редкость. Да? Но по коррупционным преступлениям надо сказать, что есть такое понятие, как латентность. Латентность не в юридическом, а в таком широком понятии это, как сказать, когда объекты и процессы ходят незаметно. Да? Латентность в юридическом праве, уголовном праве, в преступлении, это когда преступление вот, совершается и остается незамеченным. Не раскрытым, вот, а незамеченным. Высокая вот, латентность есть в коррупционных преступлениях. То есть взяткодатель заинтересован, чтобы никто не знал, взятку дает и получает себе выгоду. Взяткополучатель тем более. И это остается как бы скрытым. Никто не знает. Но благодаря вообще вот, политике нашего государства и работе по профилактике, сейчас у нас население более юридически грамотно стало, и у них нетерпение к коррупционному вот, поведению. Да? Сейчас многие преступления, многие противоправные вот, действия становятся известными. И многие вот, привлекаются к уголовной ответственности, да? Или другим видам ответственности, или дисциплинарным, вплоть до увольнения. Ну, суммирую, работа, в том числе и профилактическая, свои результаты дает. Статистика у нас в лучшую сторону. Статистика по выявлению, Ну, да, вообще. да, выявлению поднимается, да. Афанасий Семенович, вот как считаете, с какого возраста нужно прививать молодежи вот эту нетерпимость, так, про которую вы говорите, к коррупционным различным действиям? С каких лет нужно вот это вот воспитание проводить в школах, в университетах? Я бы не ограничивал точно вот, возраст, да, но мне кажется, должно все это начаться со семьи, с малых лет, с семьи. Ребенок смотрит, как родители решают те или иные вопросы, и у него уже складывается вот такой склад ума. Если они будут решать свои вопросы, там, детский сад устраивают, или школу хорошую, да, и при этом там, дарят что-то или там, взятку дают, да, то ребенок это все видит, и восприятие у него такое будет мира. Далее, вот уже в школах. Сейчас у нас в школах вот, проводятся внеурочные вот, занятия, да, там тоже вот, касается этих вопросов. В старших классах есть вот, предмет общества знания, там тоже есть темы по коррупции, по противодействию коррупции есть темы, поэтому со школ нет. А вот студентами наше управление очень активно работает. Недавно вот, проводили республиканский форум, вот, где очень активно участвовали студенты. Было очень много таких интересных предложений с их стороны, другой взгляд, вот, свежие
идеи у них. И очень так активно и так хорошо провели форум. Были и с нашей стороны мы их и наградили, там, и выиграли там, вот, призы, самые такие активные участники. Мгм. А на предприятиях, допустим, это уже непосредственно ваше управление этим занимается или внутри компании можно назначать сотрудников? Да, исполнительных органах госвласти есть, ну, почти в каждом органе есть лица, отвечающие за профилактику коррупции. Это в основном работники кадровой службы или юридических отделов. Муниципальное образование тоже вот в каждом районе есть вот лица, отвечающие. Афанасий Семенович, и в заключение коротко, куда обратиться, если столкнулись с фактом коррупции? Да, ну, в первую очередь это правоохранительные органы обратиться, МВД, в прокуратуру, Следственный комитет. Можете и в наше управление обратиться по номеру 50 70 70. Это телефон доверия, по которому можете вот позвонить и сообщить о таких вот случаях. Афанасий Семенович, ну, я уверен, что благодаря вашей работе, в том числе коррупционных правонарушений, станет меньше. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну, я напомню, это было актуальное интервью. До новых встреч.